Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Туристический потенциал. Все проблемные вопросы, которые стояли перед нашим министерством, Айшат Рамзановной, нашим куратором, были решены. Айшат Кадырова провела совещание на тему развития данной отрасли в регионе. Социально-экономическое событие. Экспозиция продлится 2 дня. Любой желающий сможет посетить ее и ознакомиться с представленной продукцией. В Грозном проходит многопрофильная выставка «Чеченстрой-Экспо-2024». Разнообразие традиций. Мы должны наращивать взаимоотношения, дружеские, братские отношения. В Чеченской Республике впервые проведут татарский праздник Сабантуй. О деталях подготовки узнавал наш корреспондент. «48 проектов постановлений было принято в правительстве Чеченской Республики. Заседание возглавил первый заместитель председателя правительства региона Исатом Хаджиев. Все законопроекты были приняты единогласно, в их числе постановление предоставления субсидий, а также территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов, перевод земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в промышленные или специальные и другие, направленные на улучшение жизнедеятельности граждан и развитие социально-экономической сферы субъекта в целом. Заместитель председателя правительства Айшат Кадырова провела совещание по вопросам развития туризма в регионе с министром данного министерства Муслимом Байтазиевым. Какие меры будут реализовываться в этой отрасли, расскажет Мадина Нуцалчиева. На сегодняшний день туризм является динамично развивающейся отраслью экономики, которая имеет большое значение для развития регионов нашей страны. Те туристы, что посещали Чеченскую Республику несколько лет назад, считались экстремалами. Сегодня же их стало в сотни раз больше, и они стали частью обыденной жизни не только столицы, но и всей республики. Состояние туристической сферы и ее дальнейшее развитие, а также проблемные вопросы в работе министерства обсудили на встрече заместителя председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадыровой и министра по туризму региона Муслима Байтазиева. У нас вчера состоялась встреча с нашим куратором Айшат Рамзановной Кадыровой. И все проблемные вопросы, которые накопились за 5 месяцев работы министерства, а они, как вы знаете, в любом случае есть в любом направлении, все проблемные вопросы, которые стояли перед нашим министерством, Айшат Рамзановной, нашим куратором, были решены, за что я благодарю и нашего непосредственного куратора, и главу региона Рамзана Ахматовича Кадырова за столь пристальное внимание к развитию туризма. Количество зарегистрированных туроператоров в республике составляет 7 единиц. Количество разработанных туристско-экскурсионных маршрутов составило 175 единиц. За период январь-апрель 2024 года количество обслуженных экскурсантов составило 32 497 человек. Также на территории региона с целью продвижения туризма и активного отдыха проведено 33 мероприятия, охватом более 35 тысяч человек. Туристический поток на самом деле растет. Как вы знаете, за первый квартал рост составил порядка 27%. Это очень хороший показатель. Несмотря на то, что данные еще уточняются, тем не менее это уже рост. И мы надеемся, что по результатам 2 кварталов мы также сохраним рост туристических потоков. Эти данные мы приводим, соответственно, с данных наших коллективных средств размещения. Как вы знаете, они отчитываются по форме Чеченстат, и, соответственно, такие отчеты передаются уже в Росстат Российской Федерации. Мы на эти данные опираемся, однако мы знаем, что туристов в нашем регионе намного больше. Почему я так уверенно говорю? Потому что каждый из нас, учитывая наш менталитет, учитывая то, насколько мы гостеприимный народ, каждый из нас с удовольствием принимает гостей. Недавнему обращению как раз-таки к правительству Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 30 году рост участия и доли туризма в экономике России должен увеличиться в 2 раза. Именно поэтому мы сейчас активными темпами будем делать так, чтобы туристы в наш регион приезжали
в большем количестве. Наибольшим интересом среди гостей пользуется одна из крупнейших мечетей сердца Чечни. Высокогорное озеро Кизиной-Ам, курорт Ведучи, Аргунское ущелье и музыкальный фонтан на Грозненском море. В республике действует 72 коллективных средства размещения. Приехала с Республики Татарстан, город Набережные Челны. Почему именно сюда? Потому что я слышала, у меня в прошлом году сюда приезжали подруги. Им очень понравилось масштаб, чистота. И поэтому я решила посетить. Я часто путешествую, мне есть чем сравнить. И даже в наших российских регионах здесь самый красивый, самый чистый, самый культурный, пока из тех регионов, где я была. С ростом популярности курорта в летний период в регионе активно развивается пеший туризм, обустраиваются экологические тропы. Например, на всесезонном курорте Ведучи создано более 30 километров маршрутов. Туристы из Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей всего около 40% предпочитают отдыхать в Чеченской Республике. Эти показатели позволили нашему региону войти в пятерку самых популярных направлений. За последние годы в Чеченской Республике действительно отмечается рост туристического потока. Обусловлено это тем, что у нас развиты практически все виды туризма, такие как культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный и спортивно-экстремальный. Айшат Кадырова призвала не сбавлять темпы и вводить новые маршруты для привлечения большего потока туристов. Вице-премьер отметила, что гости, приезжая в регион, должны видеть традиционное гостеприимство, национальную идентичность и в то же время современные стандарты обслуживания и комфорта. Мадина Цалчиева, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченскую Республику с рабочим визитом прибыла делегация из Республики Татарстан с целью подготовки к грандиозному мероприятию Сабантуй. Это татарский национальный праздник окончания весенних полевых работ, который пройдет в Чеченской Республике этим летом с участием сотен гостей. Мероприятие запомнится не только своим масштабом, но и красочностью. Гости ознакомились с площадками для проведения Сабантуя. Татарский праздник уже стал одним из любимых межнациональных торжеств в России, а его проведение в местах проживания татар по всему миру доброй традицией. Активно обсуждается вопрос подготовки и организации общенационального татарского праздника, который планируется провести в субъекте. Детально о реализации данного события рассмотрели на совещании при участии помощника главы региона, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поприветствовал делегацию из Татарстана во главе с заместителем премьер-министра Василием Шайхразиевым на совещании Организационного комитета по подготовке и проведению татарского праздника Сабантуй на территории субъекта. Рассчитываем на участие большого количества гостей, членов правительства с обеих сторон. Мы должны наращивать взаимоотношения, дружеские, братские отношения. Эти горизонтальные связи между всеми ведомствами, министерствами, организациями. Наши отношения должны крепнуть, быть конструктивными, на вытекающие какие-то проекты выходить совместные. Стороны тщательно обсуждали каждую деталь организации и проведения масштабного мероприятия, беря во внимание в том числе комфортные условия для гостей и даже расположение вещей в кадре. Начали готовиться к Сабантую, к мероприятию, чтобы Сабантуй в Грозном, в Чеченской Республике ставили в пример другим регионам, другим странам. Может быть, параллельно заключение каких-то соглашений межведомственных. Заодно некоторым гостям мы хотим предложить на второй день посетить ежегодный фестиваль «Бинойская весна». Важной частью татарского праздника являются состязания, которые помогают выявить самых ловких, умных и сильных. Туда входят как серьезные спортивные дисциплины, так и шуточные. Не обходится и без творческих выступлений. Хочется сказать огромные слова благодарности Рамзану Ахматовичу, высшему должностному лицу Чеченской Республики. Каждый раз, когда я сюда с коллегами приезжаю, я письменно обращаюсь на его имя, как и вице-премьер, и как председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, что мы сюда хотели бы приехать, увидеть, как наши здесь соотечественники живут. Ну и в самом деле очень приятно, когда первый приезд – это посещение Щелкового района, посещение татарской мечети, встреча с татарской общественностью. Организационный комитет пришел к некоторым решениям, однако необходимо разобраться в ряде вопросов. Этого, несомненно, удастся добиться в скором времени, благодаря высокой коммуникации между сторонами.
Сабантуй отмечается в период с середины мая по первую декаду июля. Он связан с окончанием весенних полевых работ. Истоки его празднования уходят в глубокую древность, включая в себя ряд различных обрядов. А название происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга». Ада Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. По информации Банка России, по Чеченской Республике годовая инфляция в субъекте ускорилась в апреле и составила 5,8%. Эксперты банка объясняют такую динамику увеличением затрат производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг, а также ростом спроса. Быстрее, чем в марте, цены росли на баранину, говядину, мясо, птиц и молоко. Причина – рост издержек животноводов, в том числе на увеличение зарплат персоналу. В то же время в регионе уменьшился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. В апреле в республике замедлился рост цен на газомоторное топливо и бензин. И к этому привели две причины. Первое – это рост поставок в регион. Благодаря этому местные автозаправочные станции смогли сформировать достаточные запасы и сократить транспортные расходы на доставку. Вторая причина связана с тем, что в регионе находится большое количество частных автозаправочных станций. Их владельцы в борьбе за клиентов старались сдерживать отпускные цены. В Грозном проходит ежегодная 13-я выставка строительного комплекса и промышленной отрасли «Чеченстрой-Экспо-2024». Участники мероприятия – более 60 крупнейших предприятий. Известные бренды представили инновационные материалы, высококачественное оборудование и технику. Материал с места событий подготовила Наталья Депутатова. На открытии 13-й выставки строительной отрасли, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства собрались участники из более 20 регионов России. Почетное право открыть экспозицию, перерезав красную ленточку, предоставилось министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслиму Зайпулаеву. После открытия гости прошлись по экспозиции. Участники более 60 крупных строительных и промышленных предприятий, производственные и торговые компании. С многими из них Чеченская Республика уже контактировала. Были даже заключены соглашения на поставку. Ведь регион, как известно, активно развивается. Возводятся новые дома. На сегодняшний день, как мы знаем, Чеченская Республика при поддержке и всестороннему вниманию главы нашей республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, является одним из лидеров строительной отрасли. Очень активными темпами развивается и жилищное строительство, также объекты инфраструктуры, инженерной, социальной инфраструктуры. И мы знаем, что на сегодняшний день, конечно, это влечет за собой потребность строительного материала, в новых технологиях, в оборудовании. И сегодняшняя выставка – это как раз-таки очень востребованная история, потому что это и обмен опытом, обмен технологиями, это возможности новые заключения для как поставщиков, производителей, также и для местных производителей, генподрядных организаций. Конечно, для возведения любых объектов необходимы строительные материалы и высококачественное оборудование, техника, различные инженерные системы. Многие из компаний уже работают с соседними республиками, и открытие офисов и предприятий в нашем регионе будут сопутствовать взаимовыгодному сотрудничеству. Мы представляли свое как в прошлом году, так и в позапрошлом году. Это пошло нам на пользу. Это, естественно, компании и люди вообще узнают о Северокавказском регионе. Это позволяет повысить узнаваемость компании, нашего продукта, ну и, собственно говоря, увеличить нашу зону влияния. Помимо строительных материалов, комплектаций для канализационных, водоснабдительных, очищающих и отопительных систем, здесь есть и стенды с различными инструментами и сантехническим оборудованием. Некоторые представили свои макеты в уменьшенном виде, что позволяет наглядно показать, как именно будет работать оборудование. Нам предоставилась уникальная возможность поучаствовать в выставке, где мы хотим представить то, что мы производим, чем мы занимаемся и каким инженерным оборудованием комплектуем объекты. У нас уже есть представители, которые работают по Северному Кавказу, и мы надеемся, что нас здесь ждет успех, и мы хотим познакомиться с новыми людьми, с новыми партнерами и с новыми заказчиками. Есть и презентация товаров для ресторанов, кафе и просто для дома. Цех по производству глиняной посуды в достаточно масштабных объемах уже более 2 лет функционирует в Курчалоевском районе. Участие в выставке, по словам хозяина, позволит выйти на новый уровень, расширить ассортимент и увеличить объем производства. Производство начали в Ростовской области, так в нашей республике
нет специалистов в данной сфере. Вот дело начинал в Ростовской области 3 года назад. Через некоторое время из родственников всех привлек, обучились они. И часть производства мы сейчас перенесли в город Курчалой. Там есть у нас цех по производству данной керамики. С нами сотрудничают магазины соседних республик: Дагестан, Ингушетия, Осетия, Кабарда. Также в Москве есть. В сайте можно заказать, и можно переходом через сайт на Wildberries тоже заказать себе продукт. В городах и селах Чеченской Республики эффективно реализуются программы национального проекта «Жилье и городская среда», направленные на активное строительство объектов социальной сферы, культурные и спортивные объекты, благоустройство территорий, формирование необходимой для комфортной жизни современной инфраструктуры, привлечение партнеров для обеспечения компаний стройматериалами, техникой и оборудованием, безусловно, очень важно. Проведение выставки «Чеченстройэкспо» в Грозном – значимое социально-экономическое событие. Несомненно, оно поспособствует укреплению положительного имиджа нашего края, развитию торгово-экономических связей с российскими регионами. Экспозиция продлится 2 дня. Любой желающий сможет посетить ее и ознакомиться с представленной продукцией. И, возможно, заключить выгодную сделку на приобретение понравившихся экспонатов. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Более 60 сотрудников полка полиции «Ахмат» по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской Республике сдали донорскую кровь. Росгвардейцы приняли участие в безвозмездной донации в рамках всероссийской ведомственной акции «От сердца к сердцу». Забор материала произвели специалисты республиканской станции переливания крови в максимально комфортных условиях. Перед процедурой правоохранители прошли тщательный медицинский осмотр, сдали все необходимые анализы. В результате на нужды лечебных учреждений региона поступило более 25 литров крови. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.